Свое видеообращение со столь значимым для республики событием направил глава Калмыкии Бату Хасиков. В праздничном обращении он напомнил о богатом культурном наследии нашего народа. Уважаемые жители Республики Калмыкия, дорогие земляки, 5 июля 1920 года было провозглашено создание автономной области калмыцкого народа. Сегодня, спустя 100 лет, мы празднуем День Республики. В этот день мы вспоминаем всех, кто жил, трудился, погибал на родной земле, своих родных и близких, друзей, многих и многих, кто любил и любит нашу родную Калмыкию. 400 лет назад сложная историческая судьба и поиск своего предназначения привели наш народ сюда, в дельту Волги, на побережье Каспия, в эти степи. Здесь мы нашли свой дом. Наши предки добровольно и навсегда объединили свою судьбу с Россией, став ее частью, сроднившись, разделив за эти века и беды, и победы, и горе, и радость. Век назад, в том числе и в наших степях, вновь решалась судьба России. Был определен вектор развития страны. Наши предки в лютых, часто братоубийственных схватках бились за свое будущее, которое каждый видел по-своему. Именно так, в муках, в крови и слезах, в воинственных криках зародилась наша автономия, наша Калмыкия. Это надо помнить всем и не забывать. И возглавляя регион, я в очередной раз убедился, что большинство людей руководствуется настоящим и искренним желанием трудиться, жить спокойно и счастливо здесь, на родной земле. Я уверен, что мы сможем сделать нашу Калмыкию настоящей жемчужиной юга России, ведь все зависит от нас, от нашего желания работать. Каждый на своем месте, а не злобиться, вносить раздор, распространять какие-то нелепые слухи, сплетни. Нам надо понять, что правда есть правда, что ложь есть, пусть и красивая, но все-таки ложь, что труд есть труд, зачастую тяжелый, но честный. Я считаю очень важным ясное понимание, кто такие герои. Это те люди, которые жертвуют всем, в том числе и жизнью, ради общего блага. Они были всегда, и мы должны их помнить. В 20-е годы прошлого века достаточно много людей проявили лучшие свои качества. Их имена носят улицы, предприятия, учебные заведения. Но есть и те, чей подвиг оценен не в полной мере. Они остались только в памяти народа, в воспоминаниях родных, близких, соседей, друзей. И в угоду чьей-то прихоти их подвиг подвергся незаслуженному забвению. Таким героем, человеком исключительной смелости и доблести, для меня является наш земляк Петр Антонович Анацкий, полный георгиевский кавалер, начдив, пусть и недолгое время командующий Степным фронтом. Именно тогда решалась судьба юга России, и Петр Анацкий отдал свою жизнь за счастье народа в декабре 1918 года. Иначе быть ему в рядах легендарных начдивов Красной Армии. Не было бы таких, как Анацкий, не было бы возможно и калмыцкая автономия. Поэтому в этот праздничный день я считаю необходимым предпринять все меры для возврата имени по-настоящему народного героя Петра Анацкого проспекту, который раньше назывался в его честь. Нельзя имя вымышленного персонажа, ставшего синонимом обаятельного, но все-таки жулика, пройдохи, ставить наравне с именем человека из плоти и крови, настоящего героя, отдавшего свою жизнь ради всех нас. Я знаю, что Петра Анацкого помнят и чтят. Его потомки живы, они рядом с нами. Обращаюсь к жителям проспекта Остапа Бендера. Поддержите эту инициативу и давайте вернем проспекту
имя Петра Антоновича Анацкого. Да, я понимаю, что это затраты, неудобства, трудности организационного свойства, но есть вещи более важные, принципиальные. С Остапом Бендером нам как-то не по пути. И среди современников есть образцы исключительной храбрости на ратном поле. Это наш Валерий Николаевич Очиров, сплав великолепной воинской выучки, профессионализма и личной отваги, имя которого гремело в 40-й армии в далеком Афганистане. Есть и герои, можно сказать, тихого подвига. Полем битв для них становятся их рабочие места. Таким настоящим человеком, человеком с большой буквы, был, к сожалению, ушедший из жизни Петр Паштаевич Микнасунов. Петр Паштаевич проявил себя как блестящий, ответственный руководитель. В начале 90-х он принял совхоз Улан-Хеч в тяжелейшем экономическом состоянии и затем сумел создать одно из крупнейших животноводческих хозяйств России. Большую часть жизни, да и саму жизнь он отдал совхозу, людям, многонациональному коллективу. Он бился за производство, за достойные условия жизни работников и сельчан. И это тоже, я считаю, подвиг, настоящий подвиг. Абсолютно уникальная ситуация, настоящая беда, мировая пандемия COVID-19 показала, что и сейчас есть люди, подлинные герои, которые в большинстве своем совершили и совершают героические поступки. Причем они не говорят об этом, не показывают этого. Они просто достойно исполняют свой профессиональный долг. Я говорю о тех, кто стоит на страже нашего здоровья, кто ежедневно борется с эпидемией, спасает наши жизни. Мы гордимся нашими героями. Сегодня, в день празднования столетнего юбилея нашей республики, мне очень важно донести свои мысли и пожелания как до жителей Калмыкии, так и для руководителей всех уровней. Не в виде указаний или поручений, а в открытой, свободной, публичной форме. Считаю, что сейчас, как никогда, время говорить правду. Всю правду, откровенно и смело. Мы должны объективно понимать свои сильные и слабые стороны. Не бояться говорить прямо о проблемах, которые не удается решить уже десятки лет. Для решения этих проблем нами привлечены значительные ресурсы. Прежде всего, это средства, полученные благодаря поддержке президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и принятая правительством России индивидуальная программа развития нашего региона. Но главное, здесь обращаясь прежде всего к руководителям, необходимы самоотдача и искреннее желание добиваться результата. Не закрываться от реальности формальными отписками, а верить в людей, находящихся рядом, и видеть возможности, выходить за пределы привычных рутин, намечать планы и последовательно, шаг за шагом двигаться к цели. Как известно, главный наш соперник – это мы сами. Чтобы достичь чего-то, нужно прежде всего измениться самим. Только так мы все вместе сможем реализовать новые прорывные проекты. Изменения должны коснуться не только экономики. Комплексность вопросов, которые необходимо решить для развития нашей Калмыкии, требует системных изменений практически во всех сферах жизни общества. И поэтому важно, чтобы главный закон республики, наша региональная конституция, степное уложение, также соответствовало логике современных политических и экономических процессов. Сейчас степное уложение, увы, просто символ уже ушедшего времени, бурных 90-х годов. Утвержденные же поправки в Конституцию Российской Федерации, в том числе и об организации публичной власти,
потребует системных изменений на региональном уровне. Это не только формальные изменения. Вопрос в регулировании всех ключевых процессов жизни региона по-новому, с учетом принятых правовых позиций. Главное — создать более эффективный, более современный государственный механизм республиканской власти, а также новую модель взаимоотношений с федеральными структурами в республике, включая и правоохранительные, и судебные органы. И это продиктовано вызовами нового времени. С учетом сказанного, полагаю необходимым создание Совета по законодательству Республики Калмыкия, цель которого подготовить изменения в Конституцию нашей республики. Главное в этом процессе, чтобы все жители Калмыкии понимали смысл и почувствовали реальные перемены к лучшему. И в заключение, Амур Санан, активно участвовавший в создании автономии Калмыкии, сказал тогда, 5 июля 1920 года, при утверждении известной декларации, что мы, современники, не можем до конца осознать всю значимость. За нас это сделает история. Мы, потомки, помним и благодарны всем, кто тогда активно участвовал в создании нашей автономии. Дорогие земляки, впереди у нас новая реальность. Российский народ, мы все вместе уверенно сказали на голосовании свое веское слово за нашу Родину, Российскую Федерацию. В эти же дни, так распорядилась история, мы отмечаем столетний юбилей автономии нашей любимой Калмыкии. С праздником вас! С Днем Республики!